38% российских предпринимателей считают алчность чиновников основной причиной коррупции. Еще 20,5% сказали, что коррупцию поддерживают сложившиеся традиции, особенности культуры и менталитета. Таковы результаты опроса, которые привела Торгово-промышленная палата России. Опрос провели среди более чем 40 тысяч человек, половина из которых руководит коммерческими организациями или является их собственниками. Больше трети опрошенных сказали, что в их отрасли компании часто или иногда вынуждены давать чиновникам взятки или делать подарки. 5% признались, что делают это всегда, 12% часто, 20% время от времени и только 17% никогда. В Минэкономразвития и главе агентства стратегических инициатив поступило предложение ввести национальный индекс успешности бизнес-инкубаторов в России. По задумке авторов инициативы, независимый анализ, экспертный, плановый, по итогам мониторинга, профильно-экономический или любой иной, позволит установить соответствие учреждений ключевым ценностям самой структуры, их роли в инвестиционном климате региона, изучить качество проектов для инкубации и саму программу инкубации. Кроме того, значение этого индекса предлагается формировать, исходя из данных о числе предприятий, вышедших на рынок при поддержке своего бизнес-инкубатора, рабочих мест, открытых предприятиями в регионах, и оценки долгосрочности существования и развития предприятий. Как отметили эксперты, чтобы вернуть институт бизнес-инкубатора в нужное русло, необходимо определить их суть. Будут они считаться субъектами малого предпринимательства или все же некоммерческими организациями и коуч-центрами. В ближайшие несколько лет на рынке может возникнуть дефицит бриллиантов. Об этом рассказал генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов. В течение 7 лет рынок потеряет около 15 миллионов каратов алмазов, то есть более 10%, сказал он. Это объясняется в том числе истощением действующих месторождений и трудностями с поиском и разработкой новых. Кроме того, по словам Иванова, рост потребления ювелирных украшений может замедлиться из-за торговой войны США и Китая, крупнейших рынков сбыта. Цены на качественные бесцветные бриллианты массой более 5 карат растут с 1978 года. И цены продолжают расти, так как добыча и предложение алмазов на рынке будут снижаться, заключил Сергей Иванов, отметив, что по итогам первого квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начал работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти. Закон начал действовать 1 августа, но он предусматривает поддержку авиаперевозчиков через выплату им отрицательного акциза в ситуации, когда цена за баррель нефти превышает $70. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. После этого он распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний. Ожидается, что предлагаемых правительством мер будет достаточно для того, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты. На заседании проектного офиса правительства Якутии по улучшению инвестиционного климата в республике были рассмотрены критерии инвестиционной привлекательности региона. Снижение показателей, которые фиксируются на основе опросов предпринимателей, замечено в эффективности работы портала инвестиционной деятельности в части мер государственной финансовой поддержки, консультационных и образовательных услуг для поддержки малого бизнеса и доступности кредитных ресурсов. Проблемой остается то, что в Якутии достаточно много компаний все еще испытывают давление со стороны органов власти и естественных монополий, отметил на заседании председатель правительства региона Владимир Солодов. В положительной зоне находятся показатели оценки механизма государственно-частного партнерства, доли выпускников в сельском хозяйстве и промышленности и количество субъектов малого бизнеса. Также значительно улучшилась оценка государственного регулирования и наладилась прямая связь между инвесторами и руководством республики. Напомню, в этом году Якутия показала самый высокий рост среди других регионов и поднялась с 52 на 22 место в национальном рейтинге по инвестиционной привлекательности. На этом пока все.